Это программа «Актуальное интервью» в рамках Северного форума по устойчивому развитию, который проходит в эти дни в Якутске. Участники обсудили проблему подготовки кадров для российской Арктики. Какие кадры особенно востребованы для развития Арктики, какие механизмы нужны для того, чтобы эти кадры оставались и эффективно работали в регионе. Об этом мы поговорим с заместителем генерального директора по делам Арктики Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике Иваном Ефимовым. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Предлагаю начать наш разговор с того, какие вообще сейчас кадры востребованы в Арктике, каких кадров особенно не хватает. Мы говорим про арктическую зону России. Это 9 регионов, из них вот Якутия частично входит, это 13 северных улусов. И сейчас нехватка начинается уже. Это для газа, нефтепромышленности, для крупных промышленных компаний, которые заходят особенно в Западную Арктику. Это Мурманская область, там, например, планируется компания «Новатэк». Это новый ТОР, называется «Столица Арктики». Он единственный пока в арктической зоне. Там планируется больше 15 тысяч новых рабочих мест. Естественно, это преимущественно рабочие кадры. То же самое и в Ямало-Ненецком округе, и в Красноярском крае компания «Роснефть» заходит. И пока вот упор на рабочие кадры, на промышленность. Но также вот наша сейчас задача определиться с реальной потребностью кадров, потому что сейчас эта потребность неизвестна. Фактически образовательные организации профессионального образования, то есть это колледжи, лицеи, вузы, которые в Арктике работают, они готовят кадры по такой системе, по накатанной. И когда выпускник выходит из своей образовательной организации, зачастую он не может себе найти работу по специальности. Вот наша задача сейчас, чтобы эта система все-таки больше заработала в пользу учащегося, чтобы он в школе, в старших классах прошел профориентацию, понял, что что-то это его, там, допустим, на какое-то направление, а потом пошел, получил профессиональное образование и пошел работать. И его уже работодатель ждал. Вот наша задача такая. Поэтому здесь, вот говоря о кадрах, мы сейчас вот как раз начинаем глубоко копать и надеюсь, что где-то к декабрю у нас уже будет презентация всей кадровой потребности с конкретикой по всем отраслям, где какого специалиста не хватает. Какие новые предложения прозвучали в рамках Северного форума? Много было новых предложений. Вообще хочу поблагодарить организаторов форума за такую очень конструктивную дискуссию вот именно по вопросам кадрового обеспечения и профессиональной подготовки кадров. Одно из основных – это то, что мы сейчас ведем эту работу, да, но вот я думаю, что как раз после форума еще несколько экспертов к нам к этой работе присоединятся. Сделав расчет кадровой потребности, мы планируем предложить Министерству образования, Министерству просвещения России изменить подход к установлению контрольных цифр приема, то есть, грубо говоря, к тем специальностям, которые готовятся за бюджетные деньги, то есть бесплатно фактически для учащихся, подготовки специалистов. То есть вот наша задача сейчас делать так, чтобы, это главное, наверное, решение, чтобы за ближайшие 2 года выстроилась система реальной профессиональной подготовки. Не в холостую, а конкретно к каким-то конкретным рабочим местам. Вот эта работа, она непростая. Просто для примера приведу. За последние 10 лет количество контрольных цифр приема в Арктике сократилось 2,5 раза. То есть фактически мы говорим о том, что у нас увеличивается количество новых рабочих мест, но пока вот тенденция сокращения бесплатного образования, получения бесплатного профессионального образования в Арктике. Это, конечно, неправильный тренд. Наша задача, вот, и это главное решение, выйти на конкретику, то есть на подготовку кадров для конкретных работодателей. А какие из озвученных предложений могут вылиться в законодательные или правовые инициативы? Думаю, да. Есть предложение, например, озвученное на форуме, в законодательстве закрепить отдельный статус за получением профессионального образования в арктической зоне. Потому что, не секрет, многие колледжи, они неконкурентоспособны, колледжи Арктики неконкурентоспособны с колледжами там, Центральной России, Сибири. Приведу пример. Есть такой некий топ-100 образовательных профессиональных организаций, WorldSkills, который вот буквально был недавно опубликован. В этот топ-100 со всей страны вошел только один колледж из города Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа. Чтобы вы понимали, в Арктике всего, в арктической зоне, то есть вот я Якутск не беру, например, то есть здесь только улусы, в Арктике всего чуть больше 100 колледжей.
То есть, получается, из 100 колледжей только один вошел в топ-100. Понятно, что там материально-техническая база там, и так далее, так далее. То есть оно все накладывает свой отпечаток. Наша задача подойти по-умному, чтобы каждая образовательная организация сохранилась, и она реально готовила специалистов для там, своей, в первую очередь, территории. То есть чтобы молодые ребята, которые проживают в Арктике, они понимали, что они могут найти работу в Арктике. Вот это, наверное, главное. То есть выстроить в законодательстве отдельные механизмы для получения профессионального образования в арктической зоне. Иван Павлович, а в рамках Северного форума в каких арктических районах республики вы побывали? У меня в рамках этого форума, по-моему, самая невероятная командировка получилась в хорошем смысле. Я влюбился в Арктику окончательно. Мы фактически в форуме участвовали из поселка Черский, это Нижнеколымский район, самый северо-восток Республики Саха-Якутия. И мы планировали там быть 3 дня, оказалось, что 6 дней из-за того, что размыло взлетно-посадочную полосу. То есть вот всю реальную жизнь арктической зоны Республики Саха-Якутия почувствовали на себе, пообщались с прекрасными людьми. И да, мы участвовали с Феодосией Васильевной Габышевой, с Неустроевым Сергеем Анатольевичем и на Арктике. Мы участвовали из Черского во всех практически мероприятиях форума. И хочу сказать, что для местных жителей, например, то есть они тоже приходили, где у нас было подключение в администрации, многие руководители организации также принимали участие в самом форуме, там, слушали, да, участвовали в дискуссии, потом мы как-то обсуждали уже в Черском по итогам форума. Поэтому удалось даже, то есть не в Якутске, да, а из Арктики принять участие в Северном форуме. А обращались ли к вам местные жители со своими проблемами? Да, было много обращений. Ну, в первую очередь, моя цель поездки была это подумать, как помочь развиваться Арктическому колледжу народов Севера, который находится в Черском. Вот у нас планируется еще посещение Тикси, и мы были еще в Верхоянске. И да, было много обращений. Важно сохранить традиционное образование. То есть, например, обучение оленеводам-механизаторам, которое уникальное в России, таких очень-очень мало, по-моему, в нескольких всего колледжах. Вот его нужно сохранить. И, например, в колледже обучается всего 115 человек, да, студентов. Это ниже там, нормативов общероссийских. И, естественно, колледж не может участвовать в грантах, в дополнительном финансировании, потому что они выпадают из общероссийских классификаторов, чтобы принимать участие в этих грантах. Вот наша задача, чтобы федеральные органы, которые за это отвечают, понимали специфику арктической зоны, что там, в общем-то, вот эти цифры, 115 человек, да, обучающихся, это нормально, потому что всего, например, в Нижнеколымском районе проживает 4500 человек. То есть у них ограниченный рынок, да, образовательный, он ограничен территориально, ограничен климатически. И очень важно довести это до руководства в федеральных органах ответственных. И еще важно сохранить, потому что всегда можно сделать там филиалом, потом это все закроется, или еще какие-то другие формы. Важно, чтобы это была самодостаточная организация. Поэтому обращения были, мы были в национальных поселках, в Колымском, Чукотский национальный поселок, общались, да, то есть ну, какие-то вещи там для себя зафиксировал, что-то решалось на месте. С нами была местная администрация, ряд вопросов были решены на месте. Иван Павлович, а расскажите, чем занимается агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике? Какие основные задачи стоят перед агентством? Наше агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике является уникальной организацией. Мы некоммерческая организация, созданная правительством Российской Федерации. Учредителем является Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Цели основные – это содействие трудоустройству как местным жителям, так и приезжим у работодателей арктической зоны. Это главная цель. Также, например, по Дальнему Востоку это реализация программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Якутия является уникальным регионом, входит и в Дальневосточный федеральный округ, и в арктическую зону, поэтому у вас такой некий комплекс мер поддержки, который есть и там, и там. И, например, что касается арктической зоны, то есть наше агентство теперь занимается с февраля этого года, не так много, да, и наша задача – это содействие трудоустройству помимо инвесторов в социальные объекты, это школы, больницы, то есть поскольку есть, к сожалению, да, потребность в этих кадрах, и содействие занятости, самозанятости коренным малочисленным народам Севера. Это тоже такая некая уникальность, которая только у нас в арктической зоне. И мы сейчас приступили к этой работе. Всего проживает в Арктике 102 тысячи представителей коренных малочисленных народов, 19 народов, и разговаривают на 15 родных языках.
Вот мы сейчас продумываем меры поддержки, и очень была полезна, естественно, поездка, особенно в Нижнеколымский район, потому что там действительно такое сосредоточение 5 разных народов. Посмотреть своими глазами тундру, понять условия, в которых люди живут, с людьми пообщаться, и это было важно. И вот, в общем-то, для нас такие поездки, они вот крайне важны с точки зрения дальнейшего принятия решений. Иван Павлович, на ваш взгляд, какие преимущества необходимо предусмотреть для местных жителей арктических районов при получении образования и трудоустройстве для того, чтобы они оставались и работали на родине? Ну, в первую очередь, это должны быть хорошие рабочие места с достойной зарплатой. И такие места появляются, например, там тот же самый порт «Зеленый мыс» в Черском, то есть он начинает развиваться, это видно. Мы с директором порта общались, и он сам подтверждает, что идет рост. Второе – это жилье. Например, в Черском жилье можно просто за квартплату, то есть даже не надо аренду брать. То есть есть пока такая специфика, я думаю, что когда будет развиваться, естественно, уже будет другая история. И третье – это все, что вокруг человека окружает. Это социальный, культурный быт, назовем это так. Это возможность там, досуга, получения качественных услуг разного вида, там, социальных. И, конечно, сейчас, вот особенно в арктической зоне, в Улусах, с этим тяжело, то есть это очевидно, да, всем это понятно. И надеюсь, что развитие экономики подстегнет как раз развитие и окружающего пространства в арктических Улусах Якутии. А так вот из тех решений, которые мы сейчас продумываем, например, есть международная арктическая школа, которая открыта в этом году в Якутске. Мы вчера с Феодосией Васильевной Габышевой посетили школу. Невероятно уникальная просто образовательная организация. И точно нужно пробивать, чтобы была квота для детей в арктических улусах на обучение в этой школе. Это 100%. Мы прекрасно понимаем, что, наверное, если брать конкуренцию, то дети будут проигрывать детям, которые учатся даже в Якутске. Поэтому нужна квота. Небольшая, но нужна открытая, чтобы это было в таком свободном доступе. Плюс квоты для обучения детей из числа коренных малочисленных народов для получения профессионального образования. Тоже об этом речь постоянно ведется. Мы сейчас продумаем с институтом Герцена, Институт народов Севера, который в Петербурге находится, эту историю. Ну, то есть должны быть отдельные механизмы для жителей арктических улусов, в том числе и для коренных малочисленных народов. Точно отдельное. Ну вот мы возвращаясь к вопросу о предложениях в законодательство, это вот из той темы. То есть должно быть отдельное регулирование подготовки кадров в арктической зоне, в частности в улусах Республики Саха-Якутия. Иван Павлович, большое спасибо за очень интересную беседу. Желаем вам дальнейших успехов. Это была программа «Актуальное интервью» с заместителем генерального директора по делам Арктики Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике Иваном Ефимовым. Мы говорили о подготовке кадров для российской Арктики. Оставайтесь с нами.